Есть у меня такие страны, после посещения которых остается особое приятное послевкусие. Что-то с чувством приятной ностальгии, воспоминания как будто обернуты легкой туманной дымкой, как будто что-то осталось незаконченным, неувиденным, и тем самым подпитывают желание вернуться сюда еще раз. Кыргызстан – одна из таких стран. Merhabalar. Kırgızistan'daki yollar hakkında biraz konuşmak lazım gibi. Ben hayatımda böyle saçma sapan yollar görmedim. Yani o kadar kötü bir düzen var ki yol demeye bin şahit ama arabalara geldiğimiz zaman millet Lexus falan kullanıyor. Böyle en üst model araçlar falan kullanıyor. Çok garip bir şekilde adamların yolu yok. Ama herkes böyle çok üst lüks model arabalar kullanıyor. Ben bu kafayı anlamış değilim yani. Şu yolda traktör kullanman lazım. Niye böyle saçma sapan lüks arabalar kullanasın, böyle şey yapasın? Her şey de diyebilirsiniz. Ya adam Land Cruiser kullanıyor işte, zaten o yolda, bu arabada bu yollar için tasarlanmış falan. Yani arkadaş, devlet olarak şuraya bir yol yap. Hani sonra ne bileyim git araba falan sat. Ben devletin yerinde olsam milletin arabasını alırım herkesin elinden. İlk önce buraya bir asfalt atar güzelce. Sonra millete ikinci olarak bir at arabası veririm. Ondan sonra dedim ki alın siz bu atla bir başlayın bu yollara. Sonra bir araba kullanmayı öğreneyim. At böyle saçma salak böyle bir düzen ben görmüyorum. At daha iyi şu an gerçekten. Keşke at kiralasaymışız falan dedik. Kullandığımız araba da bu arada Subaru Forester. Yani 4x4 iyi bir jip yani hani baktığın zaman. Ama böyle aptalca bir şey. Böyle 100 kilometrelik bir yere 3,5 saatte falan gidebiliyorsunuz. Yol yok çünkü. Yol yapımına başlamışlar, eminim 7-8 sene sonra falan iki şehrin arasını bitirirler. Yani buradan Kırgız hükümetine de seslenelim. Böyle çalışanlara da. Abi bu ne? Yol yapın ya. Yani çok basit, yol yapın. Hani araba satmayın yani, yol yapın. Şimdilik bu kadar. Тем временем мы приехали на нашу первую локацию в 80 километрах от Бишкека и гуляем по Буранинскому городищу, которое предположительно является остатками древнего городища Баласагун, столицы каганата Караханидов. Тропинка ведет по так называемому саду камней среди балбалов, надгробных памятников VI-X веков, которые в Кыргызстане обычно устанавливали цепочкой курганного надгробия. Также здесь можно встретить древние жернова и камни с наскальными рисунками. А здесь можно увидеть башню Бурана, один из древнейших минаретов из жженого кирпича в Средней Азии. Ее постройка датируется X-XI веками. Объект расположен на территории особо охраняемого археологическо-архитектурного комплекса «Башня Бурана». С южной стороны башни на высоте 5 метров находится дверной проем, от которого начинается винтовая лестница, ведущая к смотровой площадке. Ее прежняя высота, предположительно, была от 44 до 48 метров. Однако затем ее верхняя часть после землетрясения упала. На сегодняшний день высота составляет почти 22 метра. На территории комплекса также есть юрты с традиционным убранством и утварью внутри, а в одной из них проводятся мастер-классы по росписи керамики. Далее едем в музей петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ата. Чолпон-Ата – это город на берегу 7-го по глубине озера Иссык-Куль. Рядом с музеем на карте я увидела старый заброшенный аэропорт. Обожаю заброшки. Но, увы, работник музея сказал нам, что сейчас аэропорт находится в частных владениях, вход закрыт, а на территории ведутся ремонтные работы и смотреть там уже не на что.
Перед ночевкой в Чолпон-Ате мы прогулялись по берегу Иссык-Куля. Моя неосведомленность подвела меня. Я-то думала, что летом тут можно купаться. Можно, но не в первых числах июня. Несмотря на то, что с киргизского Иссык-Куль переводится как «горячее озеро», находится оно на высоте 1608 метров, и в начале лета тут еще довольно прохладно. Далее двигаемся в культурный комплекс Рух-Ордо, что означает «центр духовности». На этой картине, шильды с указанием автора и названия мы не нашли, изображена вторая по высоте точка Тяньшаня – пик Хантенгри. Именно здесь произошли трагические события с семьей Наговицыных, о которых идет речь в фильме Дмитрия Синицына «Остаться с Хантенгри». Подумать только, пока мы ездили по Кыргызстану, в это же время Наталья Наговицына готовилась к своему, как казалось, последнему восхождению на пик Победы. А вот мы уже переместились в Джатый-Огуз, скалы Семи Валов. Очень популярное туристическое место. В советское время даже выпускали марки с его изображением. Сейчас мы находимся в городе Каракол, и сегодня мы впервые остались на ночь в таком вот интересном месте. Традиционная кыргызская юрта. Давайте посмотрим, что там внутри. Oh, hello. Merhaba. Hello. Eren, how was your night? It was good. A little bit cold, but good. Юрта рассчитана на 4. Столик посередине. Юрта сделана в традиционных национальных мотивах. Обязательно вот эта часть, я забыла, как она называется. Она же изображена на кыргызском флаге. Здесь имеется телевизор, холодильник и, что очень приятно, теплый пол и Wi-Fi. How's Worst.
healthy. Yeah. Yes, healthy for horse. Show me, show me. Harika, güzel. Yemek yiyorsun çok. Çok lezzetli. Всем привет! Мы в Кыргызстане, едем из города Каракол в одно место, покажем позже. А сейчас мы проезжаем... Мераба, и сейчас мы проезжаем по линии Иссык-Куля. Иссык-Куль очень большой, мы уже который день его проезжаем. Прекрасные кыргызские дороги. Увидимся позже. Bye-bye. Мераба, arkadaşlar. Будем рады новым подписчикам, лайкам и комментариям. Поддержите нас. Спасибо.